Здравствуйте! Мы сейчас находимся в столице республики на площадке рабочего городка города Якутска рядом с магазином «Котей». Здесь открылась акция «Путь к дому», инициированная уполномоченным по правам человека в республике Саха-Якутия. В данный момент я представляю Сардану Михайловну Гурьеву. Мы хотели бы узнать... Доброе утро! Я знаю, что эта акция уже не первый раз, а уже в четвертый, да? И сегодня прямо видно, что, знаю, чуть ли не в боевом порядке все развернуты, и уже есть первые, скажем так, клиенты или участники акции. Что вы можете рассказать? На сегодня мне сказали, что народ знает и уже тянется, да? Жители республики Саха-Якутия знают не понаслышке, что у нас проводится социально-благотворительная акция «Путь к дому». И проводится она сегодня уже четвертый раз. Но если я напомню, то это было 25 августа, 20 октября, 7 декабря и сегодня 22 марта мы тоже развернули такой вот пункт по оказанию адресной помощи тем лицам, которые у нас ходят на улице, спят на улице, без жилья, без работы, но самое главное, желающие вернуться в нормальную жизнь. И как вы действительно отметили, сегодня уже такие граждане, действительно, которые в тяжелой жизненной ситуации не находятся, они уже подходят. Во-первых, у нас в этой акции участвуют, как и прежде, Министерство труда и социального развития, Министерство здравоохранения, их подведомственные учреждения, это КИРЭФ, это Центр СПИД, это наши тоже уважаемые авторитетные фтизиатры, которые тоже ежедневно защищают наше с вами здоровье от туберкулеза, излечивают. И надо сказать, что вот здесь развернуто вот такой вот передвижной пункт, который нам сегодня предоставлен Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. И акция, как и прежде, проводится и уполномоченным по правам человека в республике совместно с Министерством внутренних дел по республике. Что новое сегодня мы привнесли в эту акцию? Ведь ни для кого не секрет, что в городе Якутске и до сих пор никто не знает, сколько у нас таких лиц, которые находятся в трудной жизненной ситуации и ведущие социальный образ жизни, сколько их в городе Якутске есть. Но наша статистика показывает, мы проводили ряд анкетирований, конечно же, берется согласие на обработку обязательно персональных данных, без этого, в общем-то, акции не проводятся. И надо сказать, что представлены практически все жители, всех улусов нашей республики. Поэтому мы обратились к землячествам. Это предложение Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия. И сегодня в акции у нас активно участвуют представители ряда землячеств. Это Амгинского, Мегино-Кангаласского, Алёкминского, Татинского и других улусов. А вообще, мне сказали, что здесь по предварительным данным 38 представителей различных ведомств. И даже окружная администрация города Якутска, да? Да, так и есть. То есть у нас практически более 30 организаций, учреждений сегодня представлены. Это и в дополнение, можно сказать, Министерство по молодежной и семейной политике в лице волонтеров. И на сегодня окружная администрация, управы, вплоть до подключенных дворников, которые сегодня нам все помогают таким вот гражданам, которые действительно нуждаются в помощи. Поэтому всем огромное спасибо. Я думаю, что сегодня у нас тоже будет день результативный. Мы никак эту акцию не можем провести без наших некоммерческих организаций. Сегодня работает «Линия жизни», Кадакова Оксана Минахматовна, «Алмаз», и Пинуэл Ирина Васильевна Кузнецова. Вообще, люди меня спрашивают, по какой системе будете работать? Вот смотрите, многие говорят, что это типа разовая акция, но я знаю, что проводится со стороны МВД, ставится на учет адрес, у кого есть место жительства, кого надо социальный дом Терех, я так его называю, да, и то по возможности, наверное, в НКО, да. Вот хотелось бы схему работы и результативность акции, в чем она выражается. Я уже отметила, что у нас единого учета нет. Безусловно, у Министерства внутренних дел по республике в рамках своих полномочий учет ведется. Это безусловно.
И, значит, на сегодня вот у нас первое, люди обращаются, заходят в автобус, где идет пункт регистрации. Значит, как я уже отметила, заполняются анкетные данные, согласие на обработку персональных данных. Затем гражданин переходит уже к сдаче анализов, тоже при его согласии. И организован вот тоже у нас флюорографический пункт, машина специализированная предоставлена силами ГБУ «Фтизиатрия». И затем, значит, есть пункт горячего питания. В акции уже который раз принимает участие ресторанный холдинг «Скрипина». И сегодня тоже организовано горячее питание. И там же у нас в палатке находится представитель социально ориентированных НКО, которые будут уже непосредственно предлагать тем желающим, которые хотят вернуться в нормальную жизнь, уже места для проживания, работы, потому что мы уже общаемся с рядом граждан, которых по пути избили, где-то в подъезде спали, избили, и отобрали все документы, украли и уже нуждаются в восстановлении документов. И там же у нас будут находиться с представителем МВД, управления по вопросам миграции, по оказанию помощи в восстановлении документов. Светлана Михайловна, можно с вашего позволения мы сейчас прямо в прямом эфире пройдемся и посмотрим начало работы, наверное, по пунктам. Разрешите? Да, конечно, да, конечно. Спасибо. Дорогие друзья, ну, во-первых, это надо иметь вот эту такую штучку, это обязательно, потому что там, ну, действительно неизвестно, люди, я их не обвиняю, я просто хочу сказать, что это норма безопасности. Пойдемте. Я прошу камеру посмотреть, что происходит сейчас здесь. О, организатор. Представьте, пожалуйста, как вы? Меня зовут Кондакова Оксана Минофонтовна. Я являюсь вице-президентом общественной благотворительной организации «Линия жизни». Что здесь происходит в этом автобусе? Здесь происходит анкетирование людей, те, которые обратились у нас по акции, то есть бездомные. Выясняем место жительства, где в настоящее время люди проживают у нас, а в какой помощи нуждаются и так далее. То есть происходит их регистрация для того, чтобы в дальнейшем отправить их проходить флюорографию, пройти медицинские анализы и получить горячий обед. Можно показать нам? Достаточно нужно. Паспорт есть, да? Вот так происходит заполнение данных, видите, конкретный учет. Какую школу окончили? Просто сюда дайте. Сколько классов? Сюда дайте. Я там сейчас средняя специальная. А затем вы в каком учебном заведении учились? СПБУ? Графский берег. Специальность? Средняя специальная. Можно потише? Ребята, тут личное. А вы тоже из организаторов, да? Да. А не можно представиться и рассказать, что происходит более так подробно? Я смотрю, идет запись учета, да? А вот с чем это связано? Ну, вот данные. Не человека, да? Вы можете нам рассказать на камеру, мы в прямом эфире? Ой, Ну, действительно, какие данные учитываются и для чего это нужно? Работаете? Так, слушайте внимательно, вы меня слышите, да? Вы не подскажете? Для чего это нужно? Так, ничего. А? Так, ничего. На эти данные, ну, они проверяются потом?
Пойдемте. Оксана Михайловна, не подскажете, сколько народу и какие данные заносятся, для чего это? Эти данные нужны для того, чтобы в последующем была возможность установить какие-то семейные и социальные связи человека. Возможно, выйти на родственников для того, чтобы человека все-таки вернуть в семью, социализировать. Понимаете? Эти данные нужны для того, чтобы понимать, нуждается человек, допустим, если в медикаментозной какой-то помощи, то человека нужно будет, значит, перенаправить по требуемому месту, то есть куда-то либо в поликлинику, дай бог, если флюорография у человека будет хорошая, значит, не будет нуждаться в лечении, тубдиспансер и так далее. Спасибо. Можно показать еще Семейное положение, не женат, не вот, тогда разведены. В 2000 году жену, как зовут? Иванова Диана Ивановна. Даже помню. Диана Ивановна. Да, только не помните. Да, вопрос такой. Фотографировать возможно? Сегодня также здесь присутствует управление Федеральной службы наказаний по республике Саха-Якутия. Вот хотелось бы узнать, они тоже здесь присутствуют и заполняют анкету. Дело в том, что в основном лица данной категории это как бы ранее были осуждены. Вот хотелось бы узнать, каким образом здесь данное министерство. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека Потапова Снегуровна. Анастасия Егоровна, вот сегодня по зову души, по должностным обязанностям вообще, вот почему вы решили принять в этом участие, или это по закону положено, что это означает? Ну, это, как сказать, не именно вот по должностным обязанностям, а все обязаны поддерживать, да, людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И, естественно, мы только двумя руками за поддержку инициативы уполномоченного по правам человека. А сегодня много лиц, которые из мест лишения свободы освобождаются и оказываются вот на улице в силу обстоятельств жизни? Вот у меня пока 4-й человек, и один из них... Это сегодня уже? Да. И один из них освобождался в 90-х годах из ИК-6. Вот человек тоже сидит, он был осужден, но условно, на 6 месяцев. А вообще вот этот учет необходим, как вы считаете? Конечно, необходим, потому что мы же тоже анализируем, куда наши подопечные были, как у них сложилась судьба, мы можем узнать и впредь как бы по взаимодействию с МВД проработать этот вопрос. Вчера буквально был круглый стол, где тоже приняли несколько предложений, но резолюция будет именно по оказанию помощи бездомным и оказавшимся на улице людям. Спасибо. Сейчас мы опять идем на улицу и заходим в соседнее помещение. Акция «Путь дому». Я так понимаю, здесь уже столовая, да? Можно? Смотрите, у нас волонтеры здесь. Кого вы представляете и что сегодня, я не знаю, на обед, наверное, да? Мне сказали, это
представляете? Вы откуда сами? Волонтеры от Министерства молодежи, да? Да. И какое сегодня меню у наших подопечных? У нас гречка, сосиска, пирожки, хлеб и чай. Сосиска с гречкой? Да, да. И чай, да? Пирожки. А, пирожки с чем? Не знаю, мясо. А, вот, вы даже еще не знаете. Нет, еще не пробовали, да? Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткое время и посмотрим, настроим камеры, так как мороз 32 градуса, немножко технические неполадки. И будем вести трансляцию уже от медицинских работников.